Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствуем. У нас в республике систематически занимаются спортом почти 65% населения, что выводит регион на второе место на Дальнем Востоке. Развитие массового спорта опирается на строительство новых комплексов и сохранение уникальных традиций. Также важно, что в Якутии выстроена уникальная система спартакиад и игр, охватывающая все возрастные и социальные группы. О спортивных мероприятиях ближайшего времени и в целом на летний период мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Гаврил Махначевский, первый заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха. Гаврил Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, как идет подготовка к масштабному весеннему фестивалю «Мир Май ГТО»? Да, действительно, на сегодняшний день полным ходом идет к этому фестивалю. Это ежегодно наш традиционный фестиваль «Мир Май ГТО». Здесь будут сдавать ступени, да, то есть это 7 ступень, от 7 ступени до 18 ступени. То есть это с 18 лет молодежь и заканчивая нашими пожилыми, скажем, людьми, нашими горожанами будет. То есть это 18 плюс, это 70 плюс. То есть нет, я перепутал даже. Ступень 18 это получается вот 70 плюс. То есть наше старшее поколение. Как и какие даты будут проведен данный фестиваль? Будет проводиться с 29 по 31 мая. 2 дня мы будем принимать на стадионе Туймада. Здесь будет сдавать силовые и беговые упражнения, тесты. И 31-го это будут прикладные виды, то есть это плавание будет, соответственно, и метание гранаты, стрелковые и пешие переходы будут. Вот на парке культуры отдыха города Якутска. Вот. И хочу воспользоваться случаем позвать всех наших горожан, чтобы сдавать нормативы ГТО. Во-первых, хочу сказать, что ГТО это, не скажем там прямо обязаловка, да, это прежде всего проверить себя. Это в ответе своего здоровья человек должен себя испытать тем нормативом, на что он на сегодня способен. И прийти, соответственно, перед тем, как сдавать, каждый человек должен пройти и получить справочку о том, что он может понести физнагрузки. И с этой справкой он будет допускаться для сдачи этих нормативов ГТО. Поэтому это очень то, что физические качества человека, нормативы проверить, нормативы сделаны очень умно, все проверено, как говорится, научно обоснованные. Здесь поэтому, конечно, золотая значок будет чуть посложнее, но тем не менее, это мы не говорим, что это надо до этого качать железо, что-то поднять тяжелое. А надо прийти, конечно, чуть-чуть можно подготовиться и проверить себя, сдать, и как раз таки сдав нормативы ГТО. Если хотел сдавать на золото, а он получил бронзу, то есть надо уже, как говорится, подготовиться и на следующий год уже улучшить тот результат, который был прошлогодний. Ну и сейчас имеется какой-то такой некий престиж, да, ГТО, а также, я знаю, да. Плюшки такие от организации. Да, правильно. Премий. Да. Ну и вот также в начале июня состоится спартакиада трудовых коллективов, да, вот что, Дюлур по названию. Что сейчас уже известно о ее программе и об участниках, возможно, что-то? Да, это спартакиада тоже у нас традиционно, 15-й раз проводится нынче, как говорится, некий такой юбилейный, скажем так, 15-й раз, но масштабно с периодом, с циклом на 4 года будет проводиться 2-й раз. В 2023 году мы провели масштабно в селе Амга, в Амгинском районе, участвовало более 1000 человек. И это, скажем, неотъемлемая часть государственной политики, чтобы именно с тем населением, которое имеет ограниченную возможность здоровья,
Да? И здесь также, ну, в последнее время это очень актуально и тем, что есть ребята, как также наши ветераны боевых действий СВО, а также в этом спартаке также будут принимать участие. Спартакиада будет проходить 17 с 15 по 19 июня в городе Якутске. Ну, 15 день приезда будет, и 17, 16 по 17, по 18 будет дни соревнований. Включает в себя здесь по разделению, то есть по ограничению возможностей здоровья, то есть это по опорно-двигательному аппарату поражения будет участвовать, незрелые будут участвовать также, и, конечно, и глухие. Также вот отдельная категория будет участвовать ветераны боевых действий, которые получили тяжелейшие ранения во время боевых операций, и те ребята будут участвовать по пулевой стрельбе. Вот. И ну, на сегодня также полностью идет полным ходом подготовка к этой спартакиаде по размещению, по местам проведения. Ну, на сегодняшний день по местам проведения практически все готово. Будет проводиться в наших спортивных объектах Министерства спорта. И, конечно же, на сегодняшний день районы также провели, ну, то есть по линии Минспорта проведена отборочное соревнование, то есть будет участвовать сильнейшие, скажем, по своему классификации, по своим видам спорта, будут отобраны, ну, уже отобраны, и сегодня будет как раз таки вот в финальной части выступать, представлять свой родной ВУЗ. Вот. Ну и кроме того, в Якутске пройдет чемпионат России по стрельбе из лука. Вот подробнее тоже об этом чемпионате. Да, и на сегодняшний день у нас официальный, нынче у нас в республике мы принимаем 2 чемпионата России. Первый уже проведено, это чемпионат России по масс-рейсингу, было проведено в городе в Нерюнгри в марте месяце. Весьма очень удачно, участвовало более 30 регионов. И вот сегодня предстоит провести чемпионат России по стрельбе из лука. Вид спорта олимпийский, то есть уже сейчас идет новый олимпийский цикл, поэтому и на сегодняшний день у нас есть очень перспективные ребята наши, поэтому мы намерены, чтобы, ну, проведя данный чемпионат, чтобы наши ребята вошли в состав сборной России. Ну, крепко закрепились и в этом цикле проявили и участвовали, отобрались на Олимпийские игры. Поэтому задача серьезная, большая, поэтому данный чемпионат мы должны провести на должном уровне. Есть ребята, которые и по классической стрельбе, и по блочному. То есть 2 дисциплины олимпийские. Поэтому мы очень готовимся, очень стараемся провести на высоком организационном уровне. Данный чемпионат будет проводиться у нас 28-го будет день приезда участников. Порядка планируется участие 300 участников со всех сильнейших регионов страны. И будет дан старт с 29 июня по 4 июля. Поэтому ну, с конца июня и в начале июля будет проводиться вот как раз чемпионат России по стрельбе из лука. Ну вот как я слышала, говорят, да, что население Якутии сейчас очень активно прям принимает, интересуется данным видом спорта. Так ли это вообще, в чем это проявляется и как задействованы районы республики? Ну, вы видите, знаете, вот есть звезды все-таки, как Кристина Тимофеева, Розалина Тимофеева, вот сестры, они на сегодняшний день достигли тех результатов, которые у никого не было, да, в нашей республике. Вот Кристина попала в сборный состав России и участвовала в 2012 году в Лондоне. То есть это уже дает возможность тем нашим молодым спортсменам, что проделан путь и по силам наших спортсменов. Поэтому также и по адаптивным видам спорта. Здесь вот Степанида Архинова на сегодняшний день также является выдающимся тоже спортсменом, призером Олимпиады, Паралимпийских игр. Поэтому это дает все равно скажем,
возможность того, что наши спортсмены могут достигнуть таких результатов и попасть в Олимпийские игры. Мгм. Ну вот тоже очень актуальный вопрос в преддверии лета, да, вот как будут работать спортивные объекты в летний период, возможно, изменился даже их график. Да, на сегодняшний день, на данный момент все объекты работают в штатном режиме, но с вступлением лета у нас будут внесены корректировки, то есть по бассейнам, по бассейнам на сегодняшний день Чолбан будет работать в течение июня, и с июля практически объекты будут, большие объекты будут закрываться, с тем, чтобы готовиться на новый учебно-тренировочный год, поэтому график мы еще дополнительно, скажем, на своих сайтах и интернет-ресурсах мы все полностью направим для населения города Якутска. Мгм. Ну и, конечно, год очень насыщен, да, лето очень насыщенное мероприятие. Хотелось бы услышать, думаю, про самую интересующую наше население игры Дыгына. Что известно? Да, игры Дыгына это стал культом нашего цеха Туймады, соревнованием, где брендом, скажем так. И здесь нынче внесены некие корректировки. Будут участвовать 16 лучших спортсменов, отобранные, которые в течение года по 3 этапа. И я думаю, что будет очень конкретное соревнование нынче будет. И, конечно, призовой фонд на сегодня тоже очень солидный, что на сегодня спонсоры вступают, то есть выделение квартиры, однокомнатной квартиры, также и федерация на сегодня ставит 3 миллиона рублей победителю игр Дыгына 2026 года. Мгм. Ну и в завершении нашего выпуска, у нас еще остается время, давайте, возможно, обозначим такие очень ожидаемые, интересные спортивные события вот до конца текущего года. Конечно, остаются все наши официальные первенства и чемпионаты нашей республики. Также осенью у нас предстоит также традиционный это международный турнир Дмитрия Петровича Коркина, также всероссийский турнир Александра Крылова, это по вольной борьбе. Также предстоит проведение по боксу Александра Федотова, Артура Никитича Пахомова, это по боксу. Поэтому, в целом, на сегодня политика того Министерства спорта, наше правительство заточено, чтобы для населения, то есть максимально на сегодня будет дана возможность проявить себя именно любителям. На сегодня, на этой неделе, буквально 23 мая будет проводиться забег РФ, это тоже 10-й раз будет проводиться по всей стране. И на сегодня все слоты, которые были выставлены, все уже проданы. То есть это уже показывает того, что наше население уже идет к тому, чтобы все-таки заниматься физкультурным спортом. Это выгодно, это способствует тому, чтобы в целом человек был здоровым. И, конечно же, это даже не модно, да, можно сказать. Это на сегодня требования современности. И путь к долголетию, можно сказать. Да, путь к долголетию, естественно, и, конечно, это здоровый образ жизни. И поэтому дальнейшее, нынче также 12 июня будет проводиться также забег единства, нынче прожженный года единства. Это будет проводиться Минспортом, как говорится, проект нашего Министерства спорта, и забег будет также проводиться по всей республике. Угу. Ну что ж, Гаврил Михайлович, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.